По традиции в добрый путь отправляют с караваем. Новый детский сад в селе Выльгород решил соблюсти этот обычай. Сегодня здесь прошло торжественное открытие дошкольного учреждения. О том, чем отличается Выльгородский садик от других, расскажет Дарья Вологжанина. Планету детства торжественно открывают в селе Выльгород. Днем рождения символично становится 1 сентября. Детский сад на 270 мест был райцентру необходим. Он полностью закрыл очередь на получение мест в дошкольное учреждение. Строительство сада велось в рамках нацпроекта «Демография». Из федерального, республиканского и местного бюджетов было выделено более 260 миллионов рублей. Теперь в новом современном детском саду разместится 12 групп. Из них половина на первом этаже для детей до 3 лет, на втором – ребята постарше. Первый день нового учебного года, в День знаний, сюда зашли детки. У детского сада есть лицензия, поэтому он полностью соответствует всем требованиям и готов к работе. Такой образовательный комплекс получился с большой территорией, с хорошей инфраструктурой, очень много нужных для детей помещений. Это отдельный музыкальный зал, отдельный спортивный зал, отдельный бассейн, просторные группы. Поэтому оборудование все поступило, которое соответствует всем нормам. Поэтому я уверена, что детям здесь будет уютно, тепло. Стройка району далась нелегко. Сначала пришлось расторгать договор с первым подрядчиком, потом менять место строительства. Но благо объект возвели в срок – за 15 месяцев. Проблема осталась одна, но большая. К детскому саду не подведены дороги, только грунтовка и насыпь. В следующем году район планирует закатать в асфальт 16 километров. И в первую очередь к садику. Благодаря тому, что мы стали участниками федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», мы включены с 2022 года в эту программу. В этом году мы разработали за счет средств местного бюджета, из которого направили почти 8 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации, на строительство дорог. Детский сад был построен по типовому проекту. Похожий есть в Эжве. Здесь музыкальные спортивные залы, комнаты для занятий в кружках, пищеблок, медицинские и процедурные кабинеты, отдельные для психолога и логопеда. Есть бассейн. Отличие только одно – собственная газовая котельная. Мы заключили договор с управляющей компанией, и они обслуживают нас полностью. То есть мы не касаемся газовой котельной. Там есть человек, который приезжает каждый день и смотрит по приборам, все дает нам больше, меньше, то есть тепло, больше, меньше тепло. Учреждение уже полностью функционирует, а детки обживают свои группы. Сейчас их пока 3, на следующей неделе откроют еще 2. Демьян приехал в новый сад из старого корпуса, чтобы спеть песню для всех гостей праздника. Уезжать потом долго не хотел. Потому что он весь красивый. Красивый? А что тебе больше всего понравилось? Где ты был уже здесь? Потому что тут много этажей, очень много. В 300 метрах от нового учреждения планируется еще одно строительство – сада-школы на 750 мест. В ней будут обучаться 550 школьников. Это позволит полностью исключить вторую смену в районе. Дарья Вологжанина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.